Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске расскажу о предстоящей премьере якутского фильма «Не храните меня без Ивана». Покажем, как блогер из Москвы покоряет якутские горы и учится оседлать оленя. А в конце выпуска узнаете, где на выходных можно посетить потрясающую выставку картин, посвященных Арктике. Но прежде чем начать, хочу рассказать объяснение эксперта к вчерашней новости о зимнем водопаде. Во вчерашнем выпуске мы показали вам водопад в минус 38 в Хангаласском улусе. Сегодня мы получили комментарий эксперта этого необычного явления. Как говорит Виктор Михайлов, старший инспектор Хангаласской инспекции Госэкспонадзора, этому есть простое объяснение. Небольшие реки в районах вечной мерзлоты обыкновенно промерзают до дна, но вода из разных источников все же прибегает. Недалеко от этой местности несколько озер. Куда воде деваться? В глубину земли она уйти не может, ей остается только выход наружу. Поэтому получается удивительная картина. На реке лед, вокруг снег, а у нас вот подземные воды в виде ручейка и водопадов. Эксперимент по утилизации вахтовых поселков предложили провести в Арктике. Необходимо проведение эксперимента по утилизации вахтового поселка, в частности в Якутии, до полной его рекультивации и восстановления природной среды. Также эксперт отметил, что для этого можно использовать государственно-частное партнерство. Вахтовые поселки после завершения производственного процесса остаются в Арктике и разрушают ее природу. Таких поселков на сегодняшний день в Арктике очень много, пояснил эксперт. Москвичка сняла документальный сериал о походе по диким дебрям Якутии. Фильм «Путешествие в горы Якутии» Марины Галкиной появился на YouTube. Многосерийная документалка рассказывает от первого лица о москвичке, в одиночку идущей по дикой тайге и тундрам к своей мечте. За прохождением героини следят сотни тысяч зрителей. Создательницу фильма не остановили ни комары, ни мошки и даже медведи. Путешественница в июле текущего года отправляется в Восточную Якутию, чтобы отдохнуть и погреться на жарком солнце. Ее целью становится труднодоступный, покрытый ледниками горный хребет Сунтар-Хаята. Чтобы до него добраться, женщина едет автостопом по трассе Колыма и уходит на маршрут по дикой природе. На себе Марина Галкина несет самодельный рюкзак, более 30 килограммов груза и надувную лодку. Она использует самую бюджетную туристическую одежду, ночует в крошечной палатке с катки на обжитой медведями местности. По пути москвичка изредка встречается с эвенами, оленеводами и якутскими туристами. Местные жители всячески помогают женщине, дают ей приют, подкармливают и даже учат ездить на олене. Ее зрителей поразило гостеприимство и мужество оленеводов. На сегодня на YouTube-канале Марины Галкиной вышло уже 8 серий «Путешествия в горы Якутии». Марина Галкина – биолог, автор книг «Одна на краю света» и «Водоем по Сунтар-Хаяту». Как туристка прошла сверхдлинные маршруты на Чукотке, Таймыре и в других регионах Арктики и Сибири. Большинство путешествий Галкина воплощает в реальность в одиночестве. После прошлогоднего путешествия по Таймыру, холодного, сурового, безлесного края, летом 2022 года я решила отдохнуть. Погреться в тайге у костра, где-нибудь южнее полярного круга. Мой выбор пал на Восточную Сибирь, на хребет Сунтар-Хаята в горах Якутии и Хабаровского края. Путь в эти горы, в самом их сердце высокие, с ледниками, начинается с федеральной трассы Якутск-Магадан, или, как по-другому ее называют, с Колымской трассы. А она начинается с парома через Лену. Кинокомпания «Саха-фильм» и студия «Автор» представляют фильм «Не храните меня без Ивана», режиссер кинокартины Любовь Борисова. Фильм основан на реальных событиях и повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Бересикове. Степан Бересиков периодически впадает в летаргический сон. Только художник Иван Попов может отличить его состояние от настоящей смерти. Но Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию.
Степан решает последовать за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо. Фильм также вошел в конкурсную программу Российского кинофестиваля авторского кино «Зимний», который впервые пройдет в этом году в Москве с 2 по 8 декабря и познакомит зрителей с основными итогами киносезона. Bu barada Germaniyaga bargan, muzeyga. Ойнату. Буба, улуу улон кол. О, Господи, грех-то какой. Но с кем не бывает. Бирема кыгоёголангын ылсиеринен олоруң эте боллагали. Мен курдугара кыяха. Ким келген таксы. Эмеда? Вот вахтана не полари. Физически он абсолютно здоров, так что тут медицина бессильна. Неужели ничего нельзя сделать? Не думаю, что это вопрос физиологии. Скорее надо лечить душу, а не тело. Степан! Котум кайтарал. Кыяр бутараста. Он келетау кайтолорабан. Работы именитых и начинающих художников сплелись воедино. В Национальном художественном музее открылась уникальная выставка под названием «Живая Арктика». Интересна она масштабом и тем, что представляет сразу несколько жанров. Организаторы не стали идти по обычному пути и представили одновременно работы и именитых профессионалов, имеющих звания и известные далеко за пределами республики, и молодых художников, имена которых, несомненно, еще не раз прозвучат. В экспозиции представлены более 100 работ, живописные полотна, графика и декоративно-прикладное искусство. Каждый автор на экспертный совет представил от 2 до 5 работ. Вы представляете вот работу экспертного совета, да, как им было сложно выбрать работу, во-первых, по критериям качества, во-вторых, по критериям соответствия заявленной теме «Живая Арктика». Еще работа экспертного совета усложнялась тем, что мы в первый раз видели работы молодых авторов и должны были понять, в чем их качество, оценить их и верно выбрать из их представленных работ. Долгожданная премьера кукольного спектакля по мотивам эпоса Алан Хо состоялась в детском саду «Прометейчик». Уже несколько лет детский сад тесно дружит с театром Алан Хо. И артисты, и режиссеры театра всегда с удовольствием ставят спектакли для воспитанников детского сада. Изучение истории и культуры родного края является одной из главных задач, которые перед собой ставят педагоги дошкольного учреждения. И подобное сотрудничество между садиком и театром вносит большой вклад в развитие детей. Тем более, когда инициативу поддерживают и родители, а дети с большим удовольствием наблюдают за героями на сцене. В образовательной программе нашего детского сада, в части программы воспитания, мы всегда уделяем большое внимание сохранению языков и родной культуры наших детишек. И планомерно проводятся систематические занятия по педагогике Алан Хо, использованию технологий педагогики Алан Хо, проводится прослушивание аудиозаписей, сказок народных, того же самого Алан Хо. На этом наш пятничный выпуск подошел к концу. Всем желаю провести отличные, заряжающие выходные и до новых встреч в эфире.